В каком порядке? Значит, уважаемые коллеги, участники секции, которая у нас называется «Точные науки», секция учителей точных наук. Сюда мы предполагали включить выступления, связанные с предметами наших интересов. Это математика, физика и информатика. Заявлено у нас выступающих 6 человек. Ну, планируется заслушать, по крайней мере, 5 выступлений точно из участников, которые здесь в настоящий момент присутствуют. Часть выступления будет в очном режиме, часть выступления будет в дистанционном режиме. Но я предлагаю начать работу в каком порядке? Если по программе, то Мария Анатольевна первая выступает, да? Значит, итак, слово сюда надо будет подойти. Да. Мария Анатольевна, у вас презентация будет? Нет? Ага. Значит, первым предоставляется слово Марии Анатольевне Русановой. Она возглавляет методическое объединение учителей математики нашей республики и сама работает учителем математики, физико-математического лицея в интернате. Так, сюда вот садитесь, чтобы, да, камера на вас. Пока я не вижу, но может быть запись. Запись посмотреть. Здравствуйте, уважаемые коллеги. В своем выступлении я кратко остановлюсь на таких вопросах, как концепция развития математического образования, функции республиканских метод объединения учителей, цели, задачи, основные направления деятельности нашего РМО математиков. И, имея небольшой стаж работы в качестве руководителя РМО математиков, расскажу о том, какая деятельность была реализована за прошедший учебный год. В последние годы вопросы образования становятся важной частью государственной политики России. Об этом свидетельствуют многие документы, в том числе и федеральные государственные стандарты, согласно которым необходимо создать условия для получения гражданами качественного образования, а одно из главных условий – это наличие компетентных кадров. В современных условиях развития системы образования учебный предмет математика занимает одно из центральных мест, как важное средство интеллектуального развития, формирования общей культуры, личностных качеств учащихся, необходимых для жизни в современном обществе. Поэтому новые задачи и направления в образовательном процессе определяют особые требования к личностно-профессиональной компетентности педагогов. Изменение роли и функций педагога определяет необходимость корректировки задач работы по повышению его профессионального развития. А кто такой компетентный педагог? Или как судить о компетентности педагога? Можно коротко, простым языком ответить, что компетентный педагог должен знать тенденции инновационных изменений в системе современного образования, принципы развивающие и личностно ориентированные системы обучения, сущность педагогической технологии, знать критерии технологичности, диагностирования, уметь анализировать особенности и эффективность применяемых педагогических технологий, но самое главное, конечно, собственную педагогическую деятельность в целом. Кто и как будет помогать педагогу овладевать этими знаниями и умениями, использовать их в образовательном процессе? Кто подскажет пути и формы обобщения и распространения своего опыта? Такая помощь может и должна осуществляться посредством деятельности РМО, то есть республиканских метод объединений. Именно работа республиканского методического объединения является эффективным средством развития профессиональных компетенций учителей. Наше РМО, наше республиканское метод объединения – это объединение учителей математики, работа которого нацелена на преломление общепедагогических положений применительно к педагогическим практикам образовательных учреждений. Формы работы РМО могут быть разными. Это авторские лекции, семинары, теоретические и практикоориентированные семинары, вебинары, круглые столы, мастер-классы, практикумы, открытые уроки, работа в творческих группах, конференции, форумы, дистанционный формат общения, ну а также и курсы повышения квалификации. Сегодня современная структура управления профессиональным развитием педагогов, в отличие от традиционных форм управления, становится многоаспектной, более гибкой и индивидуализированной, носит интегрированный характер.
учитывает динамику развития как самого учителя, так и учреждения образования, в котором он работает. Несколько слов о концепции развития математического образования. Математическое образование направлено не только на развитие интеллектуальных, общеинтеллектуальных или общеучебных умений учащихся, но и на определение системы математических знаний, умений и навыков, необходимых в повседневной жизни для продолжения образования, а также в будущей профессиональной деятельности, на обеспечение внутрипредметной и межпредметной интеграции, использование методов математики в разных областях научной и практической деятельности, на обеспечение педагогическим работникам общеобразовательных учреждений права на выбор методов и форм обучения и воспитания и образовательных технологий, учебников, учебных пособий, также средств обучения, обеспечивающих необходимое качество образовательного процесса, и на обеспечение систематического объективного контроля результатов учебной деятельности учащихся в целях определения их соответствия требованиям образовательного стандарта и учебной программы. Я являюсь руководителем республиканского методобъединения всего только год. Начинать всегда сложно. А учитывая, что 2020-2021 учебный год был без того очень напряженным, работая в условиях пандемии, перестраивая работу в основном в дистанционном формате, и все же работа методического объединения учителей математики велась и на должном уровне, я бы сказала. И главной задачей методического объединения учителей было всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства учителей математики, направленное на повышение качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, рост уровня образованности, воспитанности и развития школьников. Как известно, ключевой фигурой в осуществлении любых преобразований образования является учитель. Но современный учитель – это учитель-профессионал, это успешный учитель. Успешность профессиональной деятельности такого учителя обуславливается сформированностью у него профессиональных методических умений. В связи с этим работа РМО учителей математики была направлена на совершенствование профессиональной компетентности педагогов и создание условий для повышения качества математического образования учащихся. Но что значит развитие профессиональной компетентности? Прежде всего, это развитие развитие творческой индивидуальности, это формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, способности адаптироваться в меняющейся педагогической среде. Современному учителю становится необходимым постоянно повышать уровень своей профессиональной компетентности, предметной, методической, коммуникативной, информационной, общекультурной, правовой. Исходя из этих требований были определены основные пути развития его профессиональной компетентности и основные направления деятельности РМО математиков в области аналитической, информационной, организационно-методической и консультативной деятельности. Ну и по направлениям, например, аналитическая деятельность включает мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей, выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. Информационная деятельность содержит ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, методической и научно-популярной литературы, как на бумажных, так и на электронных носителях. Информирование педагогических работников о новых направлениях в развитии общего и дополнительного образования детей, о содержании образовательных программ, новых учебниках, ОМК, видеоматериалах, рекомендациях, нормативных и локальных актах. Это создание медиатеки современных учебно-методических материалов. Организационно-методическая деятельность направлена на методическое сопровождение и оказание практической помощи, например, молодым специалистам или педагогическим работникам в период подготовки к аттестации. Это прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации учителей, оказание им информационно-методической помощи в системе непрерывного образования. Это методическое сопровождение подготовки учителей к проведению государственной итоговой аттестации учащихся. Это подготовка и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, научно-практических конференций, педагогических чтений с целью рассмотрения важных вопросов, обсуждения вопросов. Консультативная деятельность – это популяризация и разъяснение результатов
новейших педагогических и психологических исследований, организация консультационной работы для учителей по вопросам методики преподавания и воспитания. В 2020-2021 учебном году темой работы РМО было совершенствование предметных и методических компетенций учителей математики. В рамках заседаний РМО учителей математики были проведены серии вебинаров, таких как совершенствование методики преподавания математики в условиях введения в ГОС основного общего образования и среднего общего образования. Это подготовка к ЕГЭ по математике для базового и профильного уровней, подготовка к ОГЭ по математике, организация обучения неуспевающих и слабоуспевающих учеников. Это адресная методическая поддержка школ в достижении предметных результатов по математике, а также цикл вебинаров по организации дистанционного обучения. В рамках вебинаров и проведенных курсов повышения квалификации были рассмотрены такие важные вопросы, как по формированию предметных и метапредметных результатов учащихся на уроках математики, вопросы по формированию функциональной грамотности на уроках математики, в частности геометрии, опыт реализации проектной деятельности как одного из методических приемов формирования универсальных учебных действий на уроках математики, особенности работы над ошибками при контроле и оценке знаний учащихся по математике, методические приемы подготовки к ЕГЭ и к ОГЭ по математике, типичные ошибки, допускаемые учащимися при выполнении второй части экзаменационной работы, особенности оформления заданий повышенной сложности экзаменационной работы, как ЕГЭ, так и ОГЭ. Кроме того, были проведены мастер-классы и обучающие семинары по решению задач повышенной сложности второй части ЕГЭ и ОГЭ. Но в этом учебном году работа РМО будет продолжена, естественно, и для более продуктивной, более качественной работы РМО хотелось бы услышать мнение коллег об актуальности вопросов или внесении каких-то новых важных вопросов, которые можно рассмотреть на заседаниях, методических заседаниях, и также, что немаловажно, формат освещения этих вопросов, дистанционный или очный, или каких-либо. Так вот, коротко о работе РМО. Так, спасибо, Мария Анатольевна, за выступление. Значит, уважаемые коллеги, у нас сейчас идет прямое подключение, у нас порядка 6 человек смотрят в режиме онлайн. Давайте договоримся, что если у присутствующих в нашей комнате появляются вопросы, то вопросы можно задавать в чате. Я за чатом слежу, и мы готовы ответить на вопросы, которые могут относиться и к содержанию выступающих, и к вопросам, которые связаны в целом с работой по повышению квалификации по нашим направлениям математики, физики и информатики. Спасибо еще раз за выступление. Следующее слово предоставляется Наталье Валерьевне. Да, значит, видимо, занять здесь это место. Наталья Валерьевна Турышева, учитель физики, средняя образовательная школа Кайгородок, и она же представляет Визинскую среднюю школу. Так, значит, воду принести. Горячую, да? Еще у меня будет презентация. Да, презентацию вы просто запускаете, вот это закрываете окошечко, и презентацию запускаете с рабочего стола. Должна быть видна презентация. Так, все, вот она будет видна. То есть ваше выступление аудио будет идти через микрофон, а окошко с презентацией вашей будет видно. Это потом уже в конце, когда у меня презентация закончится, опыт я уже потом в конце Да. покажу. Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Наталья Валерьевна Турышева. Я учитель физики Визинской средней школы, Кайгородской средней школы, работаю в двух школах. И сегодня я вам немножечко хотела бы рассказать о приемах мотивации учащихся к учебной деятельности именно на уроках физики. Это я знаю, что проблема многих. То есть как сделать свой урок интересным, чтобы действительно и детям на уроке было интересно. И чтобы, уходя с урока, они приходили на следующий урок с большим желанием
с желанием, что они увидят что-то интересное, узнают что-то интересное, и чтобы в начале урока уже было очень много вопросов. Итак, ну я думаю, что это проблема многих, поэтому начну с того, что вот современные требования к урокам, они у нас озвучены в Федеральном государственном образовательном стандарте, в котором во время урока у нас должны быть такие следующие элементы структурные. Это целеполагание, это мотивация, да, слова, это тема моего сегодняшнего выступления. Это практическая значимость способов и вообще деятельности и знаний. То есть об этом немножко подробнее скажу. Для учителя самое главное – это отбор содержания, то есть что будет сказано на уроке, интеграция знаний, то есть отработка тех способов деятельности, которые ребенок должен на уроке усвоить. И это самое главное – это приемы, которые мы организуем для того, чтобы деятельность на уроке была продуктивной, чтобы она учитывала возрастные особенности детей, чтобы детям было на уроке действительно понятно и интересно. Итак, что еще? Если говорить о структуре уроков в рамках деятельностного подхода, что мы должны учитывать при подготовке к урокам, это мотивирование к учебной деятельности, это актуализация, фиксирование каких-то результатов урока, которые будут в течение всего урока, это выявление каких-то мест затруднения, которые дети испытывают, когда проходит наш урок. Это реализация какого-то проекта, возможно, что он на уроке будет реализован, будет построен. Это может быть небольшой проект. Мы не говорим о проекте как о долгосрочном, мы говорим о рамках урока, то есть там тоже может быть построен проект. Как будет происходить проверка, самопроверка, включение в систему знаний и так далее. То есть это вот такие структурные элементы, которые встречаются на разных видах уроков. Ну и сегодня я буду говорить именно о том, как наших детей замотивировать к тому, чтобы им на протяжении всего урока было интересно, как поддерживать этот интерес к уроку и как организовать эту деятельность, чтобы действительно на уроке было интересно. Но содержательная сторона, прежде всего, это большая работа педагога, которая заключается в том, что на сегодняшний день надо нам подобрать такой материал, чтобы ребенок действительно включался в учебную деятельность. И подобрать такие задания, подобрать такие приемы, чтобы действительно ребенку было интересно заниматься не только в самом начале, когда наш урок только начинается, а именно на протяжении всего урока. Чтобы если они решали задачи, им было интересно решать эти задачи. То есть если они выполняют практическую работу, чтобы им интересно было выполнять эту практическую работу, чтобы они понимали, для чего вообще им это надо. Вот. Ну и когда мы говорим, что как войти в мир физики, это ощутить его красоту, почувствовать дыхание его тайн. Можно предложить такую систему воспитания у учащихся увлечения учебным предметом от любопытства к удивлению, от него к активной любознательности и стремлению узнать, от них к прочному знанию и научному поиску. То есть если ребенку будет интересно, соответственно, он будет желать узнать чего-то больше, получить умений больше, будет стремиться к тому, чтобы как-то в большей степени заниматься какими-то научными разработками, проектами. Но это только в том случае, если у ребенка действительно будет устойчивый такой интерес. Ну, если говорить об этапах мотивации, то их тоже можно разбить вот на такие вот как бы группы. Да? Это помнить прежде всего, что у ребенка должна быть сформированное положительное отношение к предмету. То есть если у ребенка к предмету будет негативный интерес, то есть если вы с самого начала его будете, допустим, что-то он такое там не решил, не сделал, мы его сразу начинаем заваливать двойками, это все однозначно, что ребенок скажет, что зачем мне эта физика вообще уже нужна. Вот. Второй этап, естественно, что это деятельность. Прежде всего это, наверное, мы начинаем с самих себя, то есть себя переорганизовываем с традиционных форм на более современные формы, чтобы действительно интерес был устойчивый. Вы прекрасно понимаете, все педагоги, что дети к нам приходят не одного уровня,
Это нужно сделать урок таковыми, задания подобрать таковыми, чтобы интересно было одновременно и детям, у которых слабая мотивация, и, соответственно, детям, у которых более хорошо сформированы умения познавательные, и, соответственно, подобрать задания такие, чтобы было интересно и тем, и другим. То есть это создать такую учебную деятельность. Ну и третий этап – это условия, когда действительно дети в силу своих возможностей, в силу своих способностей уже будут заниматься самостоятельной деятельностью. То есть у них уже будет сформирован какой-то мотив на определенном уровне, и они уже, соответственно, будут заниматься вот этой вот деятельностью уже самостоятельно. Так, ну и приемы мотивации, о них, в принципе, очень много всего говорится и на различных курсах, и говорится и в интернете можно всякая информация найти, то есть многие педагоги делятся в своих статьях и так далее, вот. И да, мы это как будто бы, вот я раньше что делала, я все это читала, все это куда-то в папочки складывала, но поняла, что складывать это смысла не имеет, что это все надо начинать когда-то все это пробовать. И поэтому прежде всего начинать надо с себя, не надо откладывать в долгий ящик, сегодня нашла, завтра попробовала. Получилось, не получилось, это уже другое, потому что слово получилось или не получилось зависит еще и от того, какой класс. То есть вот это у вас в одном классе не пошло, а в другом классе это у вас действительно бомба. То есть это все зависит от того. То есть в данном случае сам по себе педагог, он должен быть динамичным, он должен знать не какой-то один прием, который он использует, а должен знать много приемов и уметь во время урока очень быстренько перестроиться. И естественно, что при подготовке уроки у него должна быть уже многозадачность. То есть сегодня у меня 3 параллели, в одной параллели это пошло, в другой не пошло. То есть это не надо так, что у нас урок пошел на смарку, это значит, что вы должны во время урока сразу себя перестроить, как-то по-другому другие приемы применять, но чтобы и этот урок у нас получился не ох, а ах. То есть в этом случае мы должны сами обладать такой способностью, как переключение, и знать множество приемов, которые мы будем использовать на уроках. Естественно, что мотивация должна у нас быть на всех этапах урока, то есть это и на постановке учебной проблемы, и в ходе самого урока, то есть основная тема получения новых знаний. Это и оценка, самооценка должна у нас тоже проходить с учетом того, что, еще раз говорю, мы мотивируем ребенка. То есть, чтобы мотив был, то в данном случае вот современные способы оценивания, критериальное оценивание, да, то есть, чтобы ребенок сам вырабатывал критерии оценивания, за что он будет оценивать, как он будет оценивать, что он будет оценивать. То есть на каждом этапе урока все-таки это проговаривать. И тогда уже ребенок, соответственно, сам будет знать, он сам это проговорил, и сам будет знать, за что он будет получать эту оценку. Это уже тоже немаловажный мотив его деятельности. Ну и в конце, конечно, ребенок уже в конце урока может понять, какие цели он в самом начале поставил для себя, как он себя оценил, и в дальнейшем уже свою деятельность дальнейшую, образовательную, он уже как бы строит сам, а мы ему в этом случае помогаем. Ну вот я хочу для вас, коллеги, показать такую картинку. Это один из способов такой мотивации, да. Ну, про урок не буду говорить, в каком классе, какая тема, но у меня вот вы, получается, как фокус-группа. Вы можете посмотреть на экран и ответьте мне, пожалуйста, на вопросы вообще, о каком человеке здесь идет речь. Да, Вот ну, о ком идет речь. Сейчас, да, вы сейчас включаетесь в работу. урок, да. Да, посмотрите, пожалуйста, на экран, кто это Мне человек. кажется, почтальон какой-то. Мне кажется, летчик. Летчик, да? Так, так, вот посмотрите на одежду, да, на одежду. Одежда, вот обратите внимание на памятник. Я вам скажу, что этого памятника сейчас уже нет. Потому что, почему, потом скажу, почему этого памятника уже нет, но он был, до 2012 года он был. Но это уже небольшая такая вам подсказка.
Да, до 2012 года он был, этот памятник, сейчас его нет. Ну, судя по предложениям, что летчики, что нарисована вот эта штука, мне кажется, что это Нестеров. Нет? Да, да, вот Да. посмотрите, вот когда мы детям, вот один из этапов мотивации, да, на уроке, да, вот я задаю, вот, ставлю такую картинку, серия таких вопросов, то есть, что, кто это может быть, то есть, и вот какие-то небольшие подсказочки, то есть, вот много таких вот вопросов, которые выходят за рамки предмета, то есть, интегральные, посмотрите на одежду, то есть, человек, он жил в каком веке он должен жить, да, когда он должен жить, судя по тому, как он одет, да, вот потом какие-то элементы начинают просматривать, что-то похоже на космонавта, говорят, ну это космонавт, ну раз такая одежда, точно не космонавт. То есть дети в конце концов потихонечку, вот задавая такую серию наводящих вопросов, они приходят к тому, что это все-таки какой-то человек, который как-то связан с авиацией. Ну, конечно, не называют, что это Нестеров, вот, не все до этого доходят, но на самом деле, вот, когда уже начинаем говорить, почему памятника-то сейчас нету, потому что этот памятник, он стоит в Киеве, стоял в Киеве, и в 2012 году его просто демонтировали. Демонтировали, сейчас его там нет, это памятник советскому, российскому летчику, и вот мы начинаем, значит, урок с того, что вот тема урока у нас вот невесомости перегрузки, но мы к этому еще не пришли, к этой теме урока. К этой теме урока мы как бы приходим после того, когда мы уже тоже начинаем рассматривать серию еще нескольких таких интересных моментов, да, то есть мы включаем моменты, например, вот здесь... Посетители авиационных праздников всегда с замиранием следят за виражами самолетов, выполняемыми авиаторами-мастерами высшего пилотажа. Естественно, такое мастерство требует ряда навыков, приемов, подточенных до самых мелочей, чтобы даже с закрытыми глазами знать, как и что необходимо предпринимать в той или иной ситуации. Представляем вашему вниманию 10 сложнейших фигур высшего пилотажа. И вот как бы фрагменты видео, да, которые демонстрируют... Мертвая петля – фигура высшего пилотажа, представляющая собой замкнутую петлю вертикальной плоскости. Свое название «мертвая» получило из-за того, что некоторое время было рассчитано только теоретически на бумаге и практически не выполнялось. Первым продемонстрировал ее мастер пилотажа Петр Нестеров 9 сентября 1913 года в Киеве. Вот мы это показываем, и, соответственно, потом, у меня еще картинка, в презентации тоже показываем петлю Нестерова. И сперва, естественно, в ходе урока там еще несколько таких небольших интересных моментов. То есть вот какие-то элементы картинки, видеозаписи. То есть мы приходим к теме вот этой вот невесомости. И получается, что вот эта интрига, то есть что происходит с летчиком на каждом этапе, она держится практически весь урок. И вот весь урок, мы в течение всего урока у нас находится полный интерес, то есть тут не только слабые ребята, сильные ребята, то есть все работают, пробуют решать задачи, то есть мы где-то что-то получаем, какие-то формулы, но это интерес, который мы говорим, он держится в течение всего урока. Ну, давайте мы с вами еще один вот такой вот посмотрим фрагмент, что объединяет людей, изображенных вот на этой фотографии, на этих фотографиях. То есть тут уже не одна фотография, да, вот, но это может быть, сейчас я, наверное, подвинусь, да? Видно, хорошо. Видно, да? Видно, да. Вот, то есть может быть не только одна какая-то картинка, а вообще это может быть на любых этапах урока, но вот я это включила в начало урока, в каких-то классах я это включаю где-то вот, ну так, в игровой форме. Ваши предположения? Концентрация внимания у всех. Так, мы должны все 5, да, как бы... Да, вот что-то оно должно быть объединено это. Ага. Там гонщик. А там на первой фотографии это что, security, что ли, там, да? Какие-то охраннички? Да, охранники, да. Ага. Здесь летчик Скотланд, еще там у него там написано. Так, здесь какой-то гонщик, да? Гонщик. Здесь наблюдатель или охотник, или снайпер. Долго Они в все на- подвижном состоянии находятся. Они все находятся в каких-то экстремальных условиях. Нет? Ну, все в Ну, экстремальных. передушки,
Да, если с этой темой это связано, нет, не с перегрузкой. Не с перегрузкой. То есть это другая тема, да? Да, это другая тема. Так, ну давайте мы с вами... Подсказка. Дети быстро соображают. Дети ведь и не быстро соображают, да, очень быстро. То есть они все равно начинают давать очень много, кто-то скажет, что-то вот скажет, они очень много идей кидают, а потом они зацепляются за ответы друг друга. Ага, они что-то, какой-то ответ услышали и начинают этот ответ раскручивать, слушая друг друга. И в конце концов они выходят, что здесь все-таки будет речь идти о чем-то, вот именно о том, что вот они накидали, и вот они к этому выходят. У вас предположения какие? Что-то какие-то перепады какие-то, я не В знаю. неподвижном состоянии долго все находятся. Да. Может, как-то там положение тела неправильно. Так, ну, Летчик испытывать нагрузку, испытывать да, нагрузку. Внимательно. Вот на болиде, которые ездят, там люди вот как-то нагрузки, тепло, холодно. так, есть профессии, то есть мы переходим к тому, что должно быть обязательно хорошее зрение. Я возвращаюсь назад, Да. почему тут обязательно хорошее зрение? Ну, там понятно, телохранитель, летчик, Телохранитель, да, летчик. пилот, Формула-1, допустим, да, стрелок. А вот у тех почему? Белорусских товарищей. А потому что им ни очков, ни линз нельзя. И тот, кто идет в полярники, у них проверяют, медосмотр не проходят, и если у них зрение плохое, их не берут. Потому что ни линзы нельзя одевать, ни очки. Интересно. Вот. То есть если вот другие профессии как-то еще можно, почему нельзя гонщикам? Та же самая причина. Не дай бог выскочит линза, и естественно, что под шлем очки не оденешь. Вот. И та же проблема и у летчиков. То есть линзы носить нельзя, а очки не оденешь, потому что все может произойти. То есть вот такие вот особенности, да, то есть врачи и так далее, то есть многие вот, и мы начинаем говорить, эта тема как бы про глаза, да, то есть вот эти вот элементы такие мотивации, различные игры, верите вы или не верите, да. Я когда начинаю строить урок, вот большой плюс, что у меня есть дети свои собственные. И я как бы, когда начинаю начинаю спрашивать у своей дочери студентки, она мне говорит: мама, ну что ты как спрашиваешь? Ты вообще чего спрашиваешь? Ну тебе это никто не ответит. То есть я начинаю себя перестраивать под своих современных детей, и они уже, естественно, мне говорят, что, оказывается, я вопросы-то задаю неправильно. И поэтому очень важно на уроках это правильная подборка какой-то информации и правильно задать вопрос. Вот если мы с вами правильно задаем вопрос, естественно, что дети начинают правильно на них искать ответы. И вообще их искать, эти ответы. И искать вот такие вот интересные такие вещи, которые действительно заинтересуют. И это то, что как раз мы с вами, с чем мы с вами живем. Вот когда я говорила, что это все должно быть приближено к их настоящей жизни. Вот если говорить допустим, о нашей жизни, мы пользуемся вот такими вот, знаем, что есть мыльные пузыри, да, вот опять же серия вот таких вот небольших картинок, да, вот. И как вот эти все картинки, как они между собой, все эти картинки опять же взаимосвязаны, да, то есть это может быть отдельным вопросом, как я это задаю, да, в рамках уже изученной темы, да, это может быть в начале урока, да, они там дают свои версии, может быть вот это, вот это, вот это, вот это. И мы начинаем на уроке изучать тему атмосферное давление. Начинаем изучать, и когда мы эту тему изучили, я опять демонстрирую эти же самые картинки. То есть на уроке ничего не надо. То есть, может быть, даже не надо проводить тех опытов, которые мы всегда проводим. Достаточно просто показать картинку, поработать с учебником и опять показать эти же картинки. И мы опять же уже объясняем с точки зрения полученных знаний, что у нас с вами получилось. И оцениваем, правильно ли мы поставили прогноз в самом начале урока или неправильно. Ну и, как я уже говорила, задачи. Задачи тоже должны быть интересными.
может быть, даже интересная какая-то картинка, которую вы нашли, там сами задачу насочиняли, да, придумали. Естественно, что когда и задача сама по себе формулируется интересно, ее, соответственно, интересно и решать. Вот. И когда у меня дети начинают писать контрольную работу, они знают, что списывать неоткуда. Потому что все задачи, я, конечно, много времени этому уделяю, очень много задач я просто сочиняю сама. Сочиняю, чтобы они были действительно... Задачу вы нигде ее не найдете. В интернет я ее не выкладываю, никуда не выкладываю, потому что я хочу, чтобы эту задачу решали дети на уроке. То есть это простая элементарная задача. Мама решила подать к столу торт вишенка. В магазине он стоит 380 рублей. Она купила вот продукты на такую-то сумму. Время приготовления, мощность духовки, все указано. Сколько стоит электроэнергия, все указано. И вопрос, что выгоднее, купить торт или приготовить самому. Да? Все. И вот такие вот задачи. Или, например, когда пандемия началась, ну, думаю, да, вопрос про пандемию. Все сидят дома. Кто-то пылесосит, кто-то пьет чай, кто-то слушает музыку, кто-то смотрит телевизор. Сколько будет стоить расход электроэнергии семьи за 1 час пандемии? Все. Вот вам, пожалуйста, задача. Ее уже решают с интересом. То есть это не просто так задача, которую вот дали, и вот они ее, значит, там сила тока равна тому-то, напряжение тому-то, чему равняется мощность. Для них это что-то такое не близкое к ним. И они это будут и воспринимать тоже соответствующим образом. То есть в данном случае мы, опять же, говорим, мотивацию стараемся поддержать на протяжении различных этапов урока. Ну, здесь спасибо за внимание. Это к тому, что еще один такой элемент, я его оставила на конец занятия. Если я сейчас сделаю как в режим из презентации, я выхожу, да? Просто И запустить вот это. вот сюда, да? Да? Вот Да, это всё. теперь я уже, да? Да, это вы. Все. Ну, у вас видно было постоянно на протяжении Постоянно всех, видно, да? Просто вот еще вот такой вот урок, да? Вот фрагмент урока просто покажу. То есть мы тему теплопроводности, вы ведь знаете, как проводим. Я раньше тоже так проводила эти металлические палочки, лепила туда кнопки, нагревала с 2 сторон, эти все кнопки потихонечку падают, и мы говорим, что вот бывает теплопроводность разного вида. Но, скажем так, дома они это делать не будут, проверять не будут, в своей жизни они это нигде проверять не будут, использовать не будут. Поэтому, ну вот, начиная вот с вопроса, которые у нас идут, обычно вопросы на закрепление. Греет ли шуба? Да? Но для того, чтобы проверить, греет ли шуба, мы с вами можем измерить температуру. Да? Я специально принесла вот такой температурный датчик. Он идет в комплекте с цифровой лабораторией. Я сейчас это все дело запускаю. То есть мы с вами можем посмотреть на графике. Вот я сейчас его покажу. График видно? Вот он у нас как бежит. То есть на экране это видно. Я вот в такую рукавичку, вот, я засовываю термометр. Вот, и мы с вами видим, что температура не растет. Видим, прекрасно видно, хорошо. Вот. Теперь у меня еще есть вот такие вот 2 стаканчика с водой. Температура в них одинаковая, да. Вот. Ну и, соответственно, ну, понятно, что это уже как бы несколько опытов всяких разных, то есть исследования можно проводить разные. То есть, например, мы на уроке проводим исследования, уже когда вводим тему, что вот теплопроводность, да, мы откуда ее вводим? Ну, рукавички. То есть я подключаю сразу 2 термометра. Вот. Одним термометром мы измеряем температуру воды, то есть мы можем по графику опять же посмотреть, сколько, да, вот, какая температура воды. Ну, в течение всего опыта мы можем это делать, одеваем рукавичку, да, соответственно, стакан, и будем тоже измерять теперь температуру. То есть где температура у нас будет больше. Мы можем несколько раз это делать, да, то есть в один засунули, потом, соответственно, в другой засунули. Очень удобно, наша рукавичка вот такая вот, да. Вот мы засовываем. И, соответственно, опыт делаю не с одной рукавичкой, а делаю с несколькими рукавичками, и делаю не я сама. Это очень удобно, что эти все приборы, для них не нужно никаких проводов. То есть, соответственно, на разные парты поставить ноутбуки,
везде взять вот эти вот датчики, подключить. Благо, что датчики у нас в школе есть, очень удобно проводить, и, соответственно, дети самостоятельно видят, что вода остывает неравномерно. Ну вот мы вводим понятие теплопроводности и выясняем тем самым небольшой такой, как будто бы мини-проект, мини-исследовательская работа. А вообще, что делает рукавичка? Она, как мы потом выясняем, сохраняет тепло. То есть вот если посмотреть разницу потом температур, да, и мы видим, что температура воды в этом стакане выше, чем в этом. То есть что делает рукавичка? Она сохраняет тепло. Какая рукавичка сохраняет тепло лучше? Ставим еще один стаканчик, то есть получается кто-то с разными рукавичками делает, кто-то с одной рукавичкой и водой. И вот таким вот образом у вас получается на уроке такая уже своего рода исследовательская работа. Или можно сказать исследовательский проект, потому что в конце у нас есть результат работы. Результат, мы говорим продукт, а продуктом работы у нас является информация. Информация, которая нам говорит о том, что вот у этой рукавички теплопроводность лучше, чем у этой рукавички, а значит, какую рукавичку лучше носить. То есть мы уже получаем вот такой вот проект. И получается, когда мы проводим этот урок, мы держим внимание все время у детей внимание вот на том, что они все время измеряют. В конце они получают интересный результат о том, что вот теплопроводность бывает разная в зависимости от материалов. Ну вот, пожалуй, вот теперь как будто бы и все. Вот я вам привела такие небольшие примеры мотивации учебной деятельности на уроках. И поэтому я думаю, что коллегам, которые меня сейчас слушали, будет интересно этот опыт узнать мой. И спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Наталья Валерьевна. Очень хорошее сообщение. Ваши эксперименты. Я думаю, что мы все с интересом выслушали вам то, что вот вы практическую работу показали, как это делается, как заинтересовать, как мотивировать. Спасибо большое. Так, следующее выступление у нас по программе, я так понимаю, Игорь Владимирович Куликов, учитель физики, физико-математический лицей интерната. Потребуется в интернет входить. Да, можно будет. Демонстрировать это. Как это будет? То есть вот это можно свернуть? Ставить. Ну, мы сейчас вкратце объясним сначала, потом попытаемся разобраться. Всем добрый день. Мое выступление заявлено с темой «Современные информационные системы как средство подготовки к итоговой аттестации». Почему возникла такая проблема? Да? Вернее, эта проблема возникла у всех преподавателей, вне зависимости от предмета, связана в первую очередь с пандемией. Ну и так случилось, что в этот год, например, мне как преподавателю физики надо было выпускать 2 11 класса. Профиль у нас именно физико-математический, поэтому многие дети выбирали экзамен по физике, ЕГЭ. И поэтому встал вопрос, а как же вот за это оставшееся время, не встречаясь вот так индивидуально с детьми или коллективно, все-таки их качественно готовить к экзамену. Поэтому, наверное, нет необходимости мне сейчас углубляться в теорию и рассказывать, что важны эти дистанционные технологии. Все мы это прекрасно поняли. Конечно, у них есть и свои плюсы, и наверняка свои минусы, но как раз будем говорить о тех плюсах, которые они дают. В первую очередь это, конечно же, применение различных платформ. И вот мне хотелось бы поделиться сегодня, потому что времени не так много, чтобы рассказывать о многих платформах, но хотя бы об одной платформе рассказать, поскольку мне она достаточно понравилась, и мне кажется, она даст возможности более широко пользоваться учителям-предметникам не только физики, но и математики, информатики, но и других, естественно, преподавателей. Это платформа Foxword. Наверняка учителя слышали, мои коллеги тоже слышали коллеги других школ, кто-то активно применяет, кто-то нет, кто-то заявил, что эта платформа
позволяет только обучаться самому, учителю повышать квалификацию, детям самостоятельно на платной основе готовиться там, к экзаменам и так далее. На самом деле это не так, да, то есть вы как преподаватель можете создать класс в основе этой платформы и работать, используя бесплатные ресурсы этой системы. Вот я хочу как раз об этом вам сегодня рассказать и показать. Поэтому сейчас мы будем входить в интернет. Так, это окошко, я так понимаю, нужно закрыть, да? Да, закрыть. Так, презентацию закрываем. Так, ну и вот Google, да? Да. Вот тут надо, что есть уже открыто. Ну, например, в Google можем набрать Foxford, ну, поискать, допустим, используя любую поисковую систему. Яндекс, Google, любые. Так, ну и вот тут практически сразу выходит онлайн Foxford. Входим в интернет. Конечно, проблемы могут быть, если где-то интернет плохой, да, но в основном современные средства связи достаточно надежные, по крайней мере, те школьники, которые у меня занимались, они не испытывали в этом проблем. Так, ну вот мы видим такие окошки, здесь просто можно погулять, посмотреть, что это дает для дошкольников, учеников начального звена, общего, среднего образования, предлагаются различные курсы, кто их ведет. Надо отметить, что преподаватели здесь очень сильные, преподаватели МФТИ, например, поэтому, конечно же, уровень здесь не вызывает сомнения, уровень подготовки преподавателей. Ну вот здесь, видите, да, можно вообще не открывать кабинет, можно просто посмотреть теми пакетами, которыми мы можем воспользоваться. Ну вот, например, есть учебник. Есть какой-то учебник. Здесь, пожалуйста, да, мы можем заглянуть не только, например, в физику, вот можем заглянуть в математику. Смотрите, да, и здесь идут основные какие-то статьи, где можем ознакомиться с информацией. Ну, что-нибудь такое можно открыть. Так. Ну, вот, я не знаю, дроби, например, да, сокращение дробей. Открываем, вот здесь мы видим, видимо, правила сокращения дробей, примеры, задачки какие-то предлагаются. Вот ребенок может самостоятельно заниматься. Ну и по другим предметам тоже. Причем в каких-то случаях даже не просто текст выплывает, а даже небольшая, порой там 2-3-минутная лекция от преподавателя. Да, это можно там найти, если вот повыбирать странички. Что еще здесь есть интересного? Да, ну курсы здесь, конечно, как правило, курсы различные, они платные. Хотя бывает, конечно, и у них всякие акции, что бывают курсы и бесплатные, но вот при желании, да, у кого там проблемы возникли что-то подтянуть, можно выбирать курсы, в которых здесь очень-очень большущее количество. Выбираете класс, предмет и смотрите, что вам будет предложено. А вот как раз как преподавателям нам, то вот, пожалуйста, здесь есть окошечко «Вход, регистрация». Ну, так как я уже регистрировался, то можно уже просто войти либо по номеру телефона, либо по своей почте, где нужно ее ввести. Давайте попробуем это сразу в прямом эфире, как говорится. Так, вводим почту, ну, требуется пароль, который вы там сами придумаете. Так. Входим вот, например, на мою страничку. Ну, здесь все тот же самый инструментарий, но вот видите, уже появилось вот мое имя, поскольку я регистрировался. Личный кабинет. И вот, например, страничка «Мои классы». Вот обратите внимание, что здесь у меня несколько есть классов как уже выпускников
это не прошлого года еще сохранилось, а именно позапрошлого года, когда как раз мы с вами, помните, учились дистанционно. У меня как раз были выпускные классы 11А, 11Б. Ну вот я одновременно заводил еще и классы, в которых я работал. На тот момент это был 7А, 8Б, 9А. И вот видите, они здесь у нас переформатировались и уже стали классами этого года. Если вы хотите создать новый класс, все это делается достаточно просто. Нажимаете сюда вот окошечко «Создать новый класс». Ну, допустим, давайте выдумаем некий там 11-й какой-нибудь виртуальный там D-класс, допустим, да. Или он L пусть будет даже латинское. Так, вот мы на русский давайте перейдем. Ну, предмет, естественно, выбираем, да, видите, предметы здесь различные. Ну, давайте вот выберем предмет физика, который я преподаю. Так, где у нас тут алфавит? Куда он пропал? Вроде все по алфавиту должно быть. Вот. Ну, дополнительный комментарий. Можете этот класс как-то назвать, там, допустим, он какой-нибудь там математический, к примеру, да. Сохраняем. И вот я создаю новый класс. Так. Вот он сейчас появится. Видите, класс успешно создан. Как пригласить теперь учеников? Копируется ссылочка. Вот прямо здесь нажимаем окошко «Скопировать ссылку». И эту ссылку каким-то образом рассылаем ученикам. Ну, например, в нашем лицее очень развита система использования электронного журнала, естественно, да. Активно используем мы ВКонтакте. Обычно каждый класс регистрируется, и можно, например, выслать через контакт вот эту ссылку. Ученики по этой ссылке заходят, и вот здесь будут появляться ученики вашего класса. Ну, поскольку сейчас, естественно, этот класс у нас виртуальный, здесь никого нет, поэтому давайте вернемся ко всем классам. Ну и вот, например, выпускники 11 класса, который выпускался в позапрошлом году. Вот у меня их тут 17 учеников. Вот они все здесь зарегистрированы, фамилия, имя ученика. Ну и каким образом я работал, да, я понимал, что это уже класс выпускной. Учеников на самом деле больше, их 22 было, но 17 человек выбрали подготовку к ЕГЭ, и вот я создал именно этот класс, именно эту группу для подготовки к единому госэкзамену. Ну вот здесь видите, что можно посмотреть все задания, которые им были предложены тогда. Вот они загружаются. Чем хороша платформа? Абсолютно бесплатно, да? Были составлены задания работниками, да, этой системы. И я просто пользовался теми материалами, которые они сами создали. Чем удобно, обратите внимание, да, как структурированы были задания. Например, вот задание ЕГЭ по физике номер 1. Тема кинематика. Кто физики понимает у нас, да? Обычно первое задание на ЕГЭ идет там с темой кинематикой. Но второе задание уже вот больше динамика встречается и так далее. И поэтому вот ученикам это предлагалось выполнять. Дается какое-то определенное время на выполнение этого задания дома. И чем хорошо то, что ученик выбирает в удобное для себя время, выдерживает удобный темп, потому что я не одно задание выставляю, а сразу несколько, например, 5. Кто-то за день может выполнить 5 заданий, кто-то делает это в течение недели. Система сама оценивает, да, то есть видите, здесь стоят оценки, это не я их выставил, эта оценка выставила сама система. И, пожалуйста, с точки зрения того, что и ученик нам потом придраться не может, мы можем сослаться, вот, пожалуйста, рекомендуемую оценку выставляет система Фоксфорда, и поэтому я буду придерживаться этих рекомендаций. Кроме того, здесь мы видим выполнение всех заданий, как всей группы, всего класса, так и каждого по отдельности. Ну и, например, можно смотреть какие-то проблемные вопросы. Да? Мы можем посмотреть, к примеру, что вот некое задание, ну, например, под номером 14, да, трое учащихся из 17, ну, в данном случае из 16, потому что один вообще не приступал
допустили ошибку. Мы можем посмотреть прямо эту ошибку, ну, непосредственно открыть задание, вот, посмотреть эти задания. Можно посмотреть на страничке ученика, например, да, выбираем этого ученика и смотрим, почему же в каком там задании это было, да, у него ошибка. Так, вот сейчас немножко что-то притормаживает системка, она должна открыться. Григорий Владимирович, а еще содержание задания можно тоже посмотреть? Да, так вот сейчас как раз, да, вот я сейчас должно открыться, но что-то вот сейчас пока стормозило. Ну, это задание можно найти, ну вот, пожалуйста, да, ну, давайте еще раз попробуем. Бывают, конечно, технические какие-то накладки, проблемы, вот, хотя, честно говоря, система очень надежная, у меня, вот, как правило, проблем с ней не было. Ну, может быть, вот давайте еще раз зайдем на выпускников, посмотрим выполнение какого-нибудь задания. Вот. Можно посмотреть, вот чем хороши, отрабатывается каждое задание в отдельности, а потом есть несколько тренировочных тестов, уже полный вариант, где надо действительно выделить, как на экзамене, практически 4 часа времени, чтобы выполнить полностью задание. Вот, пожалуйста, да, пробные варианты идут за 19 год, за 20 год. Ну и можно опять войти в это задание, посмотреть его. Вот, во-первых, здесь учитель сам смотрит эти задания, да, вот, просматривает, какого рода задачи. Какова роль ученика? Он должен выполнить это задание где-то на черновике, посчитать, ну, прям как на ЕГЭ, и вводить ответы или выбирать из предложенных. То есть такая генеральная репетиция единого госэкзамена, но где ученик уже сам выполняет это задание. А наша цель его как раз контролировать, помогать ученику. Ну вот мы смотрим результаты опять, да? Результаты. Здесь результаты как каждого ученика в отдельности, так и всего класса в целом. Ну вот давайте еще раз посмотрим. Здесь, к сожалению, например, когда выбираешь задание, просто называется название задания, открывается оно не здесь. Открывается либо вот здесь, вот посмотреть задание, да, либо на страничке ученика. Ну, давайте еще раз зайдем. Почему-то не открывается вот конкретный ученик, как будто он куда-то спрятался, зашифрован. Может быть, из-за того, что это выпускники. Ну, давайте вот посмотрим сейчас класс этого года. Хотя, вот дома я проверял, перед тем, как здесь выступать, вроде все открывалось. Хотя я, наверное, больше смотрел, наверное, выпускников этого года. У нас сейчас сложилась опять парадоксальная ситуация. То, что один из классов, из-за того, что там очень много заболеваемости по ОРВИ, они сейчас находятся на дистанте. Вот 11 В-класс, это класс вообще не профиль, не наш профиль, это не физика с математикой, это химико-биологический класс. Поэтому там всего 6 человек выбрали изучение физики в 11 классе. И вот те уроки, которые у меня по расписанию были вчера, позавчера, мы разобрали теорию, прорешали типичные задачи через контакт. А вот здесь я им предложил именно поработать с тестами данной темы. Ну вот я опять вижу результат, который также можно по фамилиям, по баллам расставить. Вот в убывании, в возрастании. Вот я вижу, что один ученик, даже двое выполнили на 5, но вот первый вообще не допустил ни одной ошибки. Да, у второй ученицы здесь вот есть одна ошибочка. Ну и видим те задания тех учеников, у которых создались максимальные проблемы. Но в частности мы видим, что последнее 7-е задание, да, 4 из 6 так или иначе допустили ошибки. Поэтому ну, давайте опять попытаемся посмотреть. Может быть, здесь вот стоит какой-то фильтр. Нет, вот тут все уже видно, да. Ну вот я говорил о 7-м задании, что там большинство учеников допускает ошибки. Мы смотрим это 7-е задание. Вот само задание, что должен выполнить ученик. И вот мы видим, да, что здесь нужно было ввести 2 ответа. Правильный ответ 1.
вот первый, а второй ответ оказался неправильным. Да? Правильный ответ 3, ученик ввел 1. Ну и чем нравится система, что она рассказывает, да, как правильно решить эту задачу. Да? Ученик смотрит авторское решение и убеждается в своих ошибках, почему он допустил ошибку, да? Из-за чего она возникла. Задача учителя, увидев, что именно это задание, в нем было много ошибок, мы потом можем прорешать с ними подобные задания с учащимися. Вот. Поэтому это работает для всех предметов, которые здесь предлагаются, их очень много. Я вот заметил, что даже вот нынешние ученики, которые я вам показывал сейчас, вот 11 В класс, если просмотреть все задания, которые они делают на сегодняшний день, я смотрю, они занимаются не только физикой. Ну, например, вот один из учеников здесь вот решает химию, например, да, ну, потому что профиль все-таки химический, да, он самостоятельно, вот его эта система заинтересовала, и видите, через физику он вышел на химию и вот выполняет здесь задание по химии. Кто-то, например, выполнял задание по русскому языку, да, и здесь еще сохраняется информация работы этих ребят в прошлом году. Вот они писали, например, годовые контрольные по химии за 9, за 10 класс. Вот, то есть предметы могут быть тут все. Поэтому учителя могут активно использовать эту систему. Плюс это то, что высвобождается время, например, на проверку. Вам не надо сидеть, проверять каждое задание. Система сама проверяет, оценивает, ставит оценку. Вам эти оценки можно согласиться, если вы хотите, можете не согласиться. Но я, как правило, соглашался и выставлял эти оценки в журнал. Ну, а с ребятами работали над теми проблемными заданиями, которые там были. Поэтому мне кажется, эта система достаточно комфортна для работы с точки зрения энергетических затрат, именно учительских, да, она минимальна. Вот, не надо здесь прямо очень уж много усилий прикладывать. Вот мы видели уроки, когда учителя сами создают уроки, это тоже здорово, интересно, но на это порой уходит очень много времени, учитывая, что иногда у учителя двойная нагрузка. Наверное, эта система очень хорошее подспорье в работе. Возможности здесь очень большие, я показал лишь только часть, вот, поэтому заходите на страницу Фоксфорда, изучайте, регистрируйте. Вот, те классы, которые вот я, например, зарегистрировал, мы сегодня с вами зарегистрировали виртуальный класс, которого нету, да, 11L, вот мы можем скорректировать, удалить его, да, поскольку его у нас в реальности нет. Вот, пожалуйста, он у нас удален. Так не получится там, где уже списки учеников, надо сначала поудалять каждого ученика из класса и потом уже убрать страницу класса. Вот, ну и здесь сами смотрите, например, информация сохраняется, я не знаю, сколько долго, вот эти классы выпустились уже 2 года назад, а информация до сих пор здесь есть, которая, может быть, поможет учителю готовиться уже в нынешнем году. Вы можете использовать эти ошибки, да, учеников, посмотреть и поработать с теми заданиями, которые допускали когда-то выпускники прошлого, позапрошлого года, да, и прорабатывать на учениках этого года. Тем самым как раз мы опережаем, да, работаем на опережении для того, чтобы не было повторных ошибок у учащихся выпуска этого года. Ну и также можно работать не только с выпускниками, просто так тема была заявлена, что как средство подготовки к итоговой аттестации. Это можно и в 11 классе делать, и в 9, а можно и просто вести классы, там, 7, 8, 10, которые не являются выпускниками этого года, ну и работать как класс, да, параллельно с теми многочисленными формами, которыми вы используете в своей деятельности, в своей работе. Вот. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу, можете их задавать. Игорь Владимирович, вот вы говорите, что вы используете готовые методические материалы Фоксфорда, да? Да. Они бесплатно, в открытом доступе? Они в открытом доступе бесплатно, да. Так, и второй вопрос. Есть ли внутри оболочки какое-то средство для онлайн-общения? Вот здесь непосредственно нет, к сожалению.
Я так понял, что вы сказали, что вы ВКонтакте проводите. Да, я ВКонтакте его провожу, допустим, вот здесь же, конечно, может ученик приготовиться с точки зрения теории, да, там вот есть учебник, где-то какие-то видеолекции небольшие, но в основном я строил свои уроки ВКонтакте, где я выкладывал, очень много видеоуроков уже тоже готовых, различных, да, вот, поэтому можно воспользоваться, они порой очень удачные, да. Это вот сайты там видеоуроки.нет, там инфоуроки, многие-многие другие. Где-то учителя сами записывают, это тоже здорово. Вот. У меня достаточно уже большой опыт накоплен, большая библиотека этих уроков, поэтому с точки зрения теории мне хватает этих уроков. Вот. ВКонтакте мы с детьми просто я выкладываю теорию, какие-то задачи, которые такие типичные, стандартные, вместе с ним прорешиваем, ну и задаю задание. А вот контрольное задание можно выбрать, например, из системы Foxword, которая сама проверит, да, и выставит оценки. Я работаю потом над ошибками. Да, Да. Дети выполняют все один вариант или многовариантность? Здесь получается, вот если мы заглядываем там же очень много было заданий, например, тех же ЕГЭ заданий, да, он один вариант, к сожалению, да. Вот понятно, вот как раз мы говорим о плюсах, а тут и минус появляется, да, то, что возможность какая-то переговоров и так далее, да, вот, ну, дети, когда готовятся как раз к единому госэкзамену, если ученик действительно хочет готовиться, а не получать оценки, здесь ведь учитель может не выставлять эти оценки, да, то есть, чтобы это не было жупелом таким, что вот, я тебе там поставлю тройку, двойку, потому что там плохо написал. Нет, можно при подготовке к экзамену убрать эту составляющую. И тогда ученик, ну, я думаю, вряд ли будет там бояться этого и будет спокойно работать. Раз он выбрал, он же тогда, видимо, замотивирован, раз он решил выбрать ЕГЭ, записался в эту группу, да, готовится, какой смысл списывать тогда? Ну и анализ показывает, я не знаю, как это было бы работало в других заведениях, но так как я работаю в лицее физико-математической направленности, где дети осознанно физику выбрали, то, конечно, они, ну, нет смысла списывать, и это было видно по вот анализу их работы. Вот у меня так это получалось. То есть в основном удобнее использовать для подготовки к ЕГЭ? Ну вот эти задания, да. Да. Потом нельзя, это же не единственная форма работы, да, это не единственная форма контроля заданий, так что... Как вариант. Как вариант, конечно. Вот вы только в этой системе, да, просто много систем сейчас появилось, в частности, Я-класс. Вот я в Я-классе работаю, а вы не работали в Я-классе? Я в Я-классе не создавал, да, не работал, потому что... Да, я просто думала, ну, сравнить, если просто вот если, например, говорить о списывании, то в Я-классе мне ребята говорили, что он мешает заданию. То есть задания одни и те же, но он их мешает, и поэтому просто так бестолково списать не удается. Просто если те же самые ответы. Вот, потом там, да, там очень разные. Это же не задание даже больше, а он цифры меняет. Да, да. То есть у одного одна цифра, задача одна и та же, а цифры меняются. Параметры меняются. Ну да, платформ на самом деле очень много, да. Вот, поэтому, естественно, я рассказал только об одной платформе. А просматривать они тоже могут, да, свои? Да, ребенок видит свой результат, А чужие? свои ошибки. Чужие нет, он видит только свой результат. Система защищенная, а весь класс видит только преподаватель. Там еще есть олимпиады. Вот мы принимали участие в олимпиадах, и олимпиады Да, там непростые. да, Хоть и конечно. бесплатные, но они непростые. То есть это надо, голову поломать. Конечно, вот здесь вот окошки, да, тут можно поучаствовать в олимпиадах, их в течение года несколько туров проходит. Я тоже использовал эту систему, мы много участвовали, но, честно говоря, вот для физико-математического лицея мне показалось, что эти задания довольно-таки не сильные. Да, какие-то задания встречаются достаточно такие остроумные, где надо поломать голову, но в своей массе они не очень сложные. Вот, поэтому, может быть, для обычной школы или для классов непрофильных, да, можно, наверное, использовать эту систему. Ну, я использовал раньше, просто я нашел другие формы работы с олимпиадниками. Foxword мне здесь, может быть, не совсем подходит. Вот еще один вопрос. А знают ли ваши студенты, учащиеся, что учитель физики может посмотреть, что он делает, этот ученик в русском языке, там все прочее, это нормально?
То есть, во-первых, знает ли Конечно. обучающийся, есть, что да. вы имеете право смотреть его, так сказать, Да, естественно. достижения в других направлениях. Ну, И как вы оцениваете, это хорошо? честно говоря, я вижу, что он там кроме физики занимается русский язык, математика, это здорово, но мне как преподавателю там не очень интересно просматривать их результаты, да, вот. Хотя, может быть, действительно, тут можно найти стык физики с математикой, к примеру, да, есть задания, где, ну, можно использовать те же производные, интегралы, да, может быть, вот здесь стоит поработать с учителем математики и совместно подобрать какие-то задания, да, чтобы в помощь было и учителю математики с точки зрения применения той же теории на практике, да, при решении физических задач, или учителю физики, чтобы вот обратиться за помощью к математикам, да. А результаты вижу, дети об этом знают, так мне приходится и подстегивать как раз в этой деятельности их, когда я, например, вижу, что сроки вроде как уже заканчиваются, там только половина учеников выполнила задание. Вот я, например, обращаюсь там к ним на личную почту или через личный контакт, напоминаю о сроках выполнения, ну, как бы дети позитивно реагируют на это все. Вот. Здесь опять же, какая цель выполнения задания? Если это отработка, наработка, вот, это одно. Если это оценивание знаний, здесь можно поступить более так демократично, да, где-то оценки засчитать, где-то, может быть, и не надо. Нет, я немножко не о том. Вот я, например, чувствовал бы себя неуютно, Ага. если бы за мной, за моим маршрутом в этой среде образовательной следили, ну, взрослые люди. Понимаете? То есть вы, как учитель физики, я предполагал, что вы смотрите только за своим предметом. А оказывается, что вы заходите в портфель учащегося и видите, что он в принципе тут делает. Ну, Я бы, например, со стороны учащегося чувствовал себя не очень уютно. надо посмотреть, возможно, тут какие-то фильтры есть, я их не находил, да я просто не задавался этим вопросом, я просто видел, что да, ученик, вот я вам показал на примере класса, что кроме моего задания, которое я ему даю, да, он там участвует еще в чем-то, ну вот так, эта система, по крайней мере, она почему-то выдает. Может быть, тут можно задать какие-то фильтры или обратиться, может быть, к организаторам, да, чтобы они давали возможность только учителю-предметнику на это Я посмотреть. понимаю, если бы он дал согласие на это, Да, да. то есть тогда да. Мгм. Но если, ну, то есть это какая-то корпоративная оболочка, класс там договорился. Да, ну Но вот, если просто человек вошел и он видит, ну, как бы всю деятельность обучающегося. ну, надо попробовать тогда написать на Фоксфорд, да, поговорить в чате, поднять эти вопросы, да, почему так получается, да, почему видим другие предметы. Ну, а то, что касается своего предмета, мы с учениками договариваемся сразу, говорю, ребята, вот мы создаем класс, вот. В основном дети с пониманием к этому А с относятся. учителем, допустим, русского языка вы общаетесь? Нет, я даже не знал, что здесь вот кроме физики еще что-то. Вот, я просто случайно вот открываю, То есть когда... вполне возможно, что они даже посторонний курс слушают, не Да, учителя из... Да, нет, они вашего могут образования. самостоятельно. Он сам где-то может выбирать из списка курсов то, что ему понравилось, но действительно почему-то это отражается, например, и на моей страничке. Вот это может быть один из минусов. Мы же говорили сегодня не только о плюсах и минусах. Вот здорово, что мы его нашли. И можно переговорить на площадке Фоксфорда, как решать эту проблему. Спасибо за вопрос. Спасибо, спасибо. Спасибо. До свидания. Да. Приятный опыт, удобная оболочка и может быть использована в практике нашей деятельности. Так, уважаемые коллеги, еще раз я прошу, если у вас появляются какие-то вопросы, замечания, предложения, то в чате об этом нам писать. Мы на самом деле наблюдаем за теми людьми, которые в настоящий момент присутствуют у нас в аудитории. И следующее сообщение, которое у нас с вами в программе заявлено, это наш гость из системы мобильное электронное образование. Я сейчас попробую выйти в Teams, если он здесь присутствует. Я пока не вижу. Не вижу. Не вижу.
Так что давайте пока мы тогда поступим следующим образом. У нас следующее выступление, оно заочное, и мы просто поставим видеоролик и посмотрим выступление еще одного нашу коллегу. Сейчас, минуточку, где у нас это видео? Вот оно. Угу. Так. Добрый день, уважаемые коллеги. От имени педагогов УКТ приветствую всех участников и организаторов форума. Хочу акцентировать внимание на большой значимости образовательного форума «Образование, государство, общество» для формирования профессионального мнения педагогов и общественности нашей республики. В условиях реализации концепции создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров усиливается роль методических объединений учителей-предметников. Позвольте представить вашему вниманию опыт деятельности городского методического объединения учителей математики города Воркута, которым я руковожу в течение 7 лет. В 14 образовательных учреждениях нашего города на начало учебного года работает 38 учителей математики. На слайде представлено распределение педагогов по квалификационным категориям. Высшая категория у 10 педагогов, 21 имеет первую категорию и 7 без категории. На следующем слайде вы видите, что большинство учителей имеет педагогический стаж от 20 до 30 лет работы. Свыше 30 у 11 педагогов. Совсем немного молодых учителей, стаж работы в школе которых менее 5 лет. Если говорить о месторасположении школ, то картина следующая. Как видно из таблицы, в самом городе сосредоточено 8 школ, а еще 7 находятся в поселках, причем в 2 из них можно добраться лишь на поезде. Как в такой ситуации обеспечить методическое сопровождение и профессиональное развитие учителей? Оптимальным способом является сетевое взаимодействие, которое позволяет вовлечь в методическую работу всех педагогов. На уровне образовательных организаций созданы школьные методические объединения учителей математики. В городское объединение учителей математики входят учителя всех образовательных организаций города и поселка. Координирует работу отдел методического сопровождения общего и дополнительного образования Воркутинского дома учителя. Таким образом, создана единая муниципальная методическая сеть, в рамках которой осуществляется профессиональное взаимодействие. В такой системе организации мы работаем уже много лет, и это дает свои положительные результаты. Как же строится работа нашего городского методического объединения? На протяжении 5 лет в нашем городе в начале сентября проходит форум «Надежной школе надежного учителя». На нем педагогическое сообщество определяет приоритеты работы на год. С учетом поставленных целей и задач определяется единая методическая схема, цели, задачи и план работы на текущий учебный год для работы методических объединений. План работы нашего ГМО включает тематические рабочие заседания, методическое сопровождение муниципальных конкурсов педагогического мастерства, методическое сопровождение Всероссийской олимпиады школьников по математике, проведение индивидуальных консультаций для педагогов, методическое сопровождение аттестации педагогов, мониторинг предметных достижений, сопровождение учителей математики при подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации, всероссийским проверочным работам, мероприятия по разработке контрольно-измерительных материалов, диагностика. Остановлюсь на заседаниях городского методического объединения. За год мы проводим порядка 7-8 заседаний. Для их подготовки и проведения создается инициативная группа.
Повестка заседаний в основном состоит из двух частей. Основная тема и практическая часть, на которой мы разбираем, решаем, оцениваем и учимся оценивать различные задачи. Практически все педагоги города хотя бы раз выступали на заседании по той или иной теме. Им оказывается поддержка и помощь в подготовке выступлений. Формы работы с педагогами различные. Индивидуальная консультация, обсуждение в беседах ВКонтакте, электронная почта, Google формы. Каждое заседание проходит в неформальной обстановке, порой и с жаркими дебатами на различные математические, педагогические, методические темы. Не бывает ни одного равнодушного, потому что тщательно планируем и обдумываем тематику заседаний, их содержание. В повестку всегда включаем актуальные вопросы, обязательно учитываем запросы педагогов, их пожелания с помощью опросов Google формы в личных беседах. Все материалы заседаний в открытом доступе на сайте ГМУ, а последнее время и в муниципальном виртуальном методическом кабинете города. На каждом заседании дается много полезной и нужной информации о курсах повышения квалификации с точки зрения полезности и нужности, вебинары, методические литературы различных издательств, например, «Просвещение», «Русское слово», «Легион», «Мнемозин». Здесь надо заметить, что в условиях пандемии мы перешли в дистанционный формат работы, и это имеет свои плюсы. Учителя экономят время на дорогах и могут использовать его для полезной работы. Несколько слов нужно сказать о сетевом взаимодействии учителей в рамках реализации проекта «Эффективная школа». Для решения задач муниципальной программы перехода школы в эффективный режим функционирования методическим объединением был разработан и реализован комплексный план мероприятий сетевого партнерства со школой лидеров. Для учащихся 9 класса проведено 20 тематических онлайн-занятий по подготовке к ЕГЭ по математике. Количество слушателей курса по математике составило 90 человек. Эти занятия один раз в неделю проводили лучшие учителя математики на платформах Мирополис и Zoom. Учителя математики являются участниками и проекта «Цифровая школа учи.ру». На методическом объединении мы обсудили ресурсы платформы и пришли к выводу об их эффективности в учебном процессе. Лидером в этом направлении была признана учитель математики средней общеобразовательной школы номер 40 Фомина Оксана Владимировна, которая стала победителем межрегионального конкурса для учителей и кураторов проекта «Цифровая школа учи.ру» 2020-2021 номинации «Современный цифровой ГУ». Свой опыт она транслировала и на заседании ГМУ, и на занятиях школы молодого педагога, и в ходе работы 5-го форума педагогического актива «Надежной школе надежного учителя». В этом году мы продолжаем участие в данном проекте. Важной частью работы городского методического объединения является взаимодействие педагогов при составлении, проведении и проверке городских диагностических работ по математике в 9, 10, 11 классах, которые проходят в рамках подготовки государственной итоговой аттестации. Мы составляем по 15 вариантов на каждую работу. Проверка ведется перекрестно. 2-3 школы договариваются о проверке работ друг у друга. До пандемии весной в постоянном режиме у нас проводились занятия по подготовке к основному государственному экзамену учащихся 9 классов. На базе нескольких школ города и поселков создавались сетевые классы, куда во внеурочное время приглашались ученики из других школ. Составлялись планы подготовки с учетом тематики экзамена. Сейчас такую работу мы проводим в рамках каждой школы, обсуждая тематику занятий.
В прошлом году мы попробовали еще один вид сетевого взаимодействия. Это проведение совместных заседаний учителей математики, начальных классов, физики. В совместных заседаниях приняли участие 123 учителя начальных классов математики, физики. Были рассмотрены вопросы о математическом образовании школьника, суть развития математического мышления, о преемственности математического образования начального, основного и среднего общего уровня образования, о математических знаниях в курсе физики. Такое взаимодействие было очень полезным опытом. В результате активизировалась работа школьных методических объединений. Внесены корректировки в календарь математическое планирование с целью обеспечения преемственности программ и реализации межпредметных связей. Сентябрь 2021 года отмечен для нашего города и для нашего городского методического объединения 5-м форумом педагогического актива «Надежной школе надежного учителя». Вопросы повестки дня позволили поразмышлять над тем, как вести воспитательную работу на уроках математики, как развивать функциональную грамотность, как организовывать работу с одаренными детьми, профориентационную работу на уроках. Мы говорили о необходимости непрерывного профессионального развития учителя в условиях постоянно развивающейся системы образования. В резолюцию мы внесли те аспекты, которые станут основой работы городского методического объединения на этот год. Это реализация программы воспитания путем внедрения инвариативного модуля «Школьный урок», развитие функциональной грамотности, подготовка учащихся к внешним оценочным процедурам, обмен позитивным педагогическим опытом обучения и воспитания, организация горизонтального обучения педагогов в рамках ГМО. В заключение, уважаемые коллеги, хочу отметить, что методическое объединение учителей является площадкой для реализации педагогического потенциала. В общении с коллегами мы обогащаемся, развиваемся и достигаем поставленных профессиональных целей. Надеюсь, опыт учителей математики в Воркуте был убедительным. Спасибо за внимание. Так, я хочу напомнить, что это выступление у нас было в режиме офлайн. Мы посмотрели видеоролик, который приготовила Крулева Эви Ростиславовна. Это, еще раз хочу напомнить, руководитель методического объединения учителей математики города Воркуты. Ну, мы, наверное, тоже должны поблагодарить, что она приняла участие, вот, используя те возможности, которые у нее были для того, чтобы поучаствовать в нашем мероприятии. Значит, из программы, которую мы сегодня реализуем, у нас осталось одно выступление. И это выступление нашего гостя. И я пока не вижу, что к нам выходит представитель из организации «Мобильное электронное образование». Поэтому мы что, наверное, как-то поступим иначе, что ли? Попросим, чтобы материалы или записи какие-то были нам отправлены, и мы бы их просто присоединили к материалам работы нашей секции. Ну, поскольку вроде как мы реализовали практически все доклады, то мы, наверное, должны остановиться. И тут заявлено в конце, что у нас как бы открытый микрофон должен быть. То есть предполагается, что мы некоторую рефлексию проводим и общаемся друг с другом. Поэтому я хочу еще раз сказать, что в Институте развития образования в городе Сыктывкаре открыт буквально позавчера центр, который занимается переподготовкой учителей, непрерывной подготовкой учителей. И в рамках этого центра
Существует 4 кафедры в настоящий момент. И что касается наших направлений, математика, физика и информатика, у нас есть кафедра, организована кафедра точных наук. Мы сейчас занимаемся подготовкой планов и готовим мероприятия, которые мы планируем осуществить в течение, по крайней мере, этого учебного года. Среди этих мероприятий, вот обсуждая работу нашу на будущее с коллегами, которые в настоящий момент уже подключились к работе, мы выделили следующее. Во-первых, мы в рамках коллектива кафедры планируем осуществлять тьюторскую поддержку тех мероприятий, которые осуществляются в рамках федеральных программ. Вот ближайшая программа – это школа современного учителя. По всей видимости, еще будут какие-то федеральные программы, в рамках которых мы, как тьюторы, осуществляем практическую часть и практическую поддержку вот этих федеральных программ. Это первое. Второе направление нашей деятельности, мы все-таки хотим организовать и как-то активировать работу методических объединений региональных. И одной из площадок для проведения вот таких коммуникационных связей, решения каких-то организационных и методических наших дел, мы планируем организовать постоянно действующие республиканские семинары. То есть предполагается, что учителя в определенное время, мы обязательно назначим это время, договоримся, сделаем анонс, учителя-предметники будут выходить в режиме онлайн на эти семинары, и на этих семинарах мы будем рассказывать, делиться опытом, обмениваться какими-то материалами. И начнем мы это с руководителей методических объединений. Но, в частности, лично я буду отвечать за проведение семинара учителей математики, и Игорь Владимирович будет отвечать за проведение семинара учителей физики, и Александр Максимович Дурягин будет отвечать за проведение семинара для учителей информатики. Мы планируем, что эти семинары, все предметиков, будут регулярно действующим, и мы будем встречаться с периодичностью 1 раз в 2 недели. Значит, первое мероприятие, естественно, мы проведем, по всей видимости, сами, вот, руководители этих семинаров. Обязательно постараемся сделать и закрепим это на формальном уровне, чтобы эти семинары носили статус республиканского, с тем, чтобы учителя, которые будут принимать участие в этих мероприятиях, имели бы определенные бонусы при всякого рода конкурсных мероприятиях, включая аттестацию. Значит, портфель этих семинаров будет открыт. Это не обязательно выступления только наши, только руководителей методических объединений и участников кафедры. Мы планируем, что мы все-таки в течение учебного года наберем желающих выступить, поделиться своим опытом и рассказать о своих практиках, проектах и, может быть, просто методически каких-то приемах, которые используются на повседневном процессе учебном нашем. Значит, мы планируем рассказывать сложные задачи, рассказывать интересные задачи, рассказывать, может быть, какие-то необычные решения, необычные приемы, которые, может быть, выходят за рамки школьной программы, но тем не менее могут составить интерес какой-то. Часть мероприятий мы планируем посвятить и использованию в нашей обычной практике информационных технологий, цифровых технологий и так далее. То есть это получается второе направление, это постоянно действующие на регулярной основе семинары. Повторяю, периодичность их работы будет зафиксировано 1 раз в 2 недели. Мы, по всей видимости, определим по каждому направлению какой-то определенный день и планируем, что это будет все в вечернее время проходить, чтобы как-то были и разгружены и ведущие семинара, и были разгружены каким-то образом от неучебного процесса, неучебного времени учителя. Значит, семинары будут записываться, будет создана специальная площадка, и на этой площадке мы будем как анонсы, предварительно, так сказать, информация, о чем пойдет семинар, и само содержание. Естественно, будут размещаться записи семинаров. И если вы, скажем, какой-то семинар не можете по тем или иным причинам посетить, то вы всегда можете его посмотреть в записи.
Кроме этого, в наших планах еще провести несколько курсов повышения квалификации с самым разным содержанием. Значит, о содержании этих курсов я пока говорить не буду. У нас в планах по всем направлениям до конца учебного года, по крайней мере, один из таких вот курсов повышения квалификации по направлению физика, математика, информатика, как бы вот эти мероприятия, они уже запланированы. Значит, более подробно, о чем пойдет речь, содержание и когда эти мероприятия состоятся, мы обязательно в информационными сообщениями, информационными письмами об этом с вами поделимся. Значит, естественно, мы планируем, что мы будем получать какие-то отклики и какую-то обратную связь от учителей предметников, и ждем ваши предложения и по совершенствованию нашей работы, по предложению по участию в наших мероприятиях. Мы, повторяю, готовы наполнить портфель семинаров наших вашими выступлениями. И будет очень здорово, если мы, скажем, будем встречаться и общаться вот в таком режиме, работая в режиме онлайн, вплоть до того, что мы можем